Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины в реке Лени вблизи села Табага. Сообщение поступило в следственные органы 17 сентября. На место происшествия выезжали сотрудники следственно-оперативной группы, которые провели осмотр места происшествия и опрос очевидцев. Следователи установили, что в тот день трое мужчин прибыли в район Табагинского мыса на рыбалку. В какой-то момент 62-летний водитель машины УАЗ «Патриот» решил переместить ее. И, сев за руль, начал движение, однако машина двинулась по берегу задним ходом в сторону воды и въехала в реку. Товарищи прикрепили трос к другому автомобилю, однако при попытке извлечения из воды трос лопнул, и УАЗ начал уносить течение. Мужчина сумел выбраться из салона, но доплыть до берега не смог. Очевидцы вытащили водителя из воды, попытались оказать ему необходимую медицинскую помощь, но их попытка не удалась. Мужчина скончался. Для установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. Предполагаемой причиной пожара в доме по улице Жарницкого в Якутске стал поджог. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. Есть один пострадавший. Мужчина 1977 года рождения, говорится в сообщении. Информация о происшествии поступила в дежурную часть 21 сентября. Общая площадь пожара составила 123 квадратных метра. Из здания эвакуировали 7 человек. Огнем были повреждены 7 квартир двухэтажного дома. К тушению огня привлекались 56 человек личного состава и 13 единиц техники. В Нерюнгри полицейские изъяли из незаконного оборота крупную партию нелегальной алкогольной и табачной продукции. Сотрудники правопорядка при проведении оперативно-розыскных мероприятий установили 53-летнего жителя города Нерюнгри, который незаконно хранил с целью продажи спиртосодержащую и табачную продукцию с признаками подделки. Во время осмотра одного из боксов гаражного кооператива, который арендовал подозреваемый, полицейскими изъято свыше 16 тысяч бутылок алкоголя с поддельными специальными и акцизными марками 3 торговых наименований, а также более 6 тысяч пачек немаркированной табачной продукции известной марки. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и нанесение информации». Подозреваемый сейчас находится под подпиской о невыезде. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Друзья, отмечая покупку машины, разбили ее. В Сунтарском районе пьяный водитель врезался в столб. Пострадал пассажир. 30-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Corona, съехал с проезжей части дороги и врезался в столб освещения. В момент ДТП в салоне автомашины помимо водителя находился один пассажир. В результате ДТП 38-летний пассажир доставлен и госпитализирован в хирургическое отделение Сунтарской центральной районной больницы с сотрясением головного мозга, ранениями лица и правого глаза. Сам водитель не пострадал. В ходе проверки установлено, что водитель автомобиля Toyota Corona не имеет водительских прав, а свидетельствование на состояние алкогольного опьянения показало положительный результат. Показание прибора составило 0,77 мг на литр алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. Из объяснения водителя следует, что пострадавший друг недавно приобрел данную машину. Отметили это дело с выпивкой, утром решили поехать на работу. Друг передал управление ему, и он не смог среагировать на дороге и даже не помнит, с какой скоростью ехал. Сотрудники полиции раскрыли кражу телевизора в Якутске. В дежурную часть отдела полиции с заявлением обратилась местная жительница. Сотрудники уголовного розыска установили, что хищение совершил 40-летний сосед заявительницы. Как оказалось, потерпевшая уехала отдыхать, а в квартире остался ее сожитель. Один из домашних питомцев разбил окно, но мужчина не поторопился это исправить. Этим и воспользовался сосед потерпевшей. Пока сожитель был на работе, он проник внутрь через разбитое окно и похитил телевизор. Похищенное он продал, а вырученные деньги успел потратить. В его отношении возбуждено уголовное дело, ему грозит до 6 лет лишения свободы. В Красноярском крае задержаны участники религиозного объединения. Следователи сообщают, что около 30 лет в период с 1991 по 2020 годы Сергей Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников руководили религиозным объединением «Церковь Последнего Завета». При этом Тороп именовал себя Сыном Божьим Христом под именем Виссарион. По версии следствия, в целях извлечения дохода от религиозной деятельности они привлекали деньги граждан, а также применяли к ним психологическое насилие, в результате длительного воздействия которого части последователей религиозной организации причинен тяжкий вред здоровью. Следователи провели спецоперацию по пресечению деятельности данного незаконного религиозного объединения. В жилищах руководителей и участников проводятся обыски. Тороп, Редькин и Ведерников задержаны. В дальнейшем им планируется предъявить обвинение за создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, причинением тяжкого вреда здоровью 2 и более лицам, и избрать меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
В результате ДТП с перевернувшимся автобусом в Хабаровском крае пострадали 45 человек. Об этом сообщили в Краевом центре медицины катастроф. По данным пресс-службы МВД, водитель предположительно не справился с управлением, в результате чего автобус перевернулся. Сообщается, что часть пассажиров самостоятельно добрались до ближайшего населенного пункта. Более 10 человек были госпитализированы в стационар поселка Циммермановка. Погибших нет. Вертолет МЧС России доставил 6 пострадавших в Хабаровскую краевую клиническую больницу. Согласно данным Краевого управления МВД России, в отношении водителя автобуса было возбуждено уголовное дело. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Выпуск подготовил Юрий Осипов. Берегите себя и до встречи в эфире.